Доброе утро всем, кто начинает свой день вместе с программой «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». На календаре вторник, 18 января. С вами это утро встречаем мы, Павел Танин и Полина Долинская. Да, сегодня много интересного, познавательного, невероятного местами будем узнавать. Во-первых, новогодние каникулы в Мирнинском районе, в Мирном, поймали 6 безнадзорных животных, собак. Что же будет дальше? Работники приюта как поступят с этими животными, узнаем в нашем сегодняшнем выпуске. С гостем нашей студии мы узнаем, какие новые выплаты сейчас в ведении пенсионного фонда. Гость придет к нам в студию. Вы также можете задавать ему вопросы в нашем прямом эфире. Также мы узнаем, как правильно сделать фотографию в ночное время суток, что такое северный салют и как правильно его запустить. Об этими лайфхаками также мы сегодня поделимся. Ну и много всего разного, полезного и интересного, друзья. Мы напоминаем, что мы работаем в прямом эфире, и номер нашего WhatsApp 8 914 273 44 88. Задавайте свои вопросы нашим гостям, рассказывайте, как проходит ваша рабочая неделя, поздравляйте своих родных и близких с важными для них датами. Или просто желайте доброго утра. Также не забывайте про нашу страницу Instagram, _Якутии. Все интересные материалы из наших выпусков всегда там можете найти. Ну и, конечно же, если вы вдруг пропустили выпуск, то всегда можете посмотреть его на нашем канале в YouTube. А также вы можете смотреть нас в приложении НВК «Саха». Ну а я думаю, сейчас самое время узнать, какая же погода Узнаем, за окном. что за окном, да. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 40-44 градуса мороза. В Заречной группе 37-44 со знаком минус. В южных в это утро в Валдане минус 39 и минус 41 в Нерюнгре. В Вилюйской группе минус 43, минус 47. В Нижнеленских минус 44 в Жиганске, в Сангаре минус 46, а в западных минус 39, минус 43. В Колымо-Индигирской группе Улусов 41 градус мороза, в Чукурдахе минус 50 в Уснере. В Янских 40-44 со знаком минус, на северо-западе минус 18 в Оленьке, в Сыскалахе минус 25 и в Тиксе минус 27 в это утро. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 42 градуса мороза, атмосферное давление 772 миллиметра ртутного столба. Штиль. В течение дня преимущественно без осадков, местами туман, а ветер слабый. Температура воздуха днем минус 33, минус 35. Ну вот, говоря про погоду в столице республики, вновь достаточно теплая для января, для этого времени, для этой части января достаточно теплая погода. Означает ли это, что все-таки мы уже взяли прямой курс на весну? Хотелось бы верить. Как показывает практика, а также чему соответствуют народные приметы, после крещения нас ждут крещенские морозы. А, кстати, что касается крещения, на территории Зеленого Луга уже идет подготовка главной купели города Якутска. Крещенские купания уже состоятся сегодня, с 18 на 19 января. Купель уже расчищена от снега и подготовлена площадка, установлены теплые палатки. В Якутии купели и проруби для забора воды в этом году будут оборудованы в 10 районах республики. Мероприятие пройдет с соблюдением действующих ограничений. На местах будут регулярно проводить дезинфекцию, а также обеспечат социальную дистанцию. Если честно, я скажу, такой вид празднования, он вообще не для робких. Мало того, что январь, так еще и в воду холодную окунаться. Но здесь же мы можем вернуться к тому, что, опять же, сегодня теплая погода достаточно, ну, во всяком случае, опять же, столица республики. Поэтому, думаю, это будет на руку тем, кто любит, эту традицию соблюдает каждый год и в Иордань окунается, учитывая, что в прошлом году все-таки было ограничено это действие. Ну, в Норвегии, я предполагаю, будет все-таки теплее, потому что некоторые смельчаки тоже купаются в ледяной воде. На этом видео видно, как мужчины с трудом идут по склону водопаду, но, найдя безопасное место для прыжка, оттолкнувшись, прыгают с заснеженного водопада. Водопад Юни. Рюкан-де-Фонсен – это каскадный водопад высотой 18 метров, расположенный в Норвегии. Слушай, ну видео действительно захватывающее.
Ну, помимо самого захватывающего видео, какая красота. Да. Норвежская природа. Но опять же не для слабонервных. Ну да, как бы смелость нужна, прыгнуть и пробраться туда и так далее. Тем временем, говоря про водные процедуры, в зимнее время, ну в данном случае уже про круглогодичное время, новогодние праздники подошли к концу. Уже прям все. Уже все. Да. Уже как теперь бы мы ни до февраля хотели, вы свободны. как бы мы ни стояли, не держали елку до февраля, до марта, новогодние праздники уже все. Но, тем не менее, свои последствия мы в зеркале можем видеть до сих пор. Это, допустим, тусклая кожа, сбитый режим, недосып хронический, потому что делать еще в новогодние праздники? Конечно же, всю ночь есть, смотреть фильмы, праздновать, радоваться этим затяжным выходным. Ну, а как И же этому потом- затяжному тазику с оливье. Да, а как же быстро прийти в форму? Вариантов много, естественно. Зарядки, фитнес, может быть, сейчас бег, мы вчера разговаривали про бег, как раз-таки в это время года уже спокойно можно этим заниматься. Ну и один из лучших вариантов, вообще самое лучшее кардио, многие говорят, многие по праву считают, именно плавание. Ну, кстати, плавание подойдет даже тем православным, которые все-таки не рискнут окунаться в купель. В Кобяйском районе мы как раз-таки можем увидеть тот самый крытый бассейн для жителей этого села. В районном центре Кобяйского улуса достаточно социальных объектов, где можно провести досуг. Среди них большой популярностью пользуется плавательный бассейн в спорткомплексе «Атлантида». 5 лет назад здание полностью отремонтировали. Бассейн площадью 25 на 10 метров имеет 3 дорожки. Вода у нас фильтруется круглые сутки, немецкое оборудование, и меняем его полгода один раз. Ну, год можно. Вода подогревается по теплообменникам от системы отопления. С утра до вечера в бассейне полно посетителей. В первой половине дня ходят дети. Взрослое население в основном приходит после работы. Посетителей сопровождают инструкторы. Екатерина Пенник в неделю минимум 3 раза обязательно плавает. К этому приучает и своих детей. Мы любим ходить в бассейн чаще всего. Я с ребенком хожу, бывает, что я одна, потому что он в школе бывает. Вот. Очень любим плавание и вообще здоровый образ жизни приветствуем. Поэтому я приобщаю детей с раннего возраста к спорту. Замечательно, очень нравится, очень комфортно. Вода хорошая, что радует, не холодно. Вот. Раздевалки, душевые, вообще все очень хорошо. Молодцы наши ребята, сделали хорошо для нас. Первый в Якутии крытый плавательный бассейн в условиях вечной мерзлоты в Кобяйском районе строили работники шахты «Сангарская». Это был далекий 1969 год. Назывался он «Юность». Спустя 20 лет бассейн был построен в каменном варианте с пристроем в 2 этажа. А в 1991 году спортивный комплекс по инициативе жителей поселка был переименован и получил новое имя – «Атлантида». Плавательный бассейн, вообще чудо в нашем Улусе. Немного из истории, что это самый первый плавательный бассейн в Якутии. Вот. И то, что он до сих пор существует и улучшается из года в год, это очень большая заслуга руководства и непосредственно значит, персонала этого спортивного комплекса. Также в спорткомплексе работает тренажерный зал, помещение для занятий настольным теннисом и другими видами спорта. Все условия есть, конечно. Еще бы его подрасширить, потому что, помню, еще до пандемии народу очень много ходило, и даже не хватало места. Но сейчас, как пандемия, народу поменьше, конечно, да, ходит со всеми условиями. И как бы нормально. Косметический и текущий ремонт у нас проводится ежегодно, благодаря администрации Улуса. И капитальный ремонт мы тоже проводим раз в 5 лет. Ну и еще в 2015-2016 году мы провели еще большую реконструкцию. Поставили фильтра, очистные сооружения, провели полностью везде модернизацию в здании. И сейчас у нас, можно сказать, жизнь кипит, спортивная жизнь кипит в Сангаре. Путь к большим пьедесталам начинается там, где создаются все условия для занятий спортом. Таковым является и Атлантида. Оксана Устинова, Иван Яковлев, Григорий Николаев, Якутск, Сангар. Сегодня Крещенский сочельник, 18 января. Какие еще сегодня праздники отмечаются, узнаем сейчас.
На календаре 18 января, вторник. В этот день Русская Православная Церковь отмечает день Навечерия Богоявления Господня или Крещенский сочельник. Это вечер приготовления перед большим православным праздником, который называется Богоявление Господне или Крещение. В день праздника и в день крещенского сочельника совершается великое водоосвящение. Во дворах храмов тянутся длинные очереди за святой водой. Подвижники христианского благочестия называют освященную воду лучшим лекарством от всех духовных и телесных недугов. Считается, что святая вода не портится. Можно взять обыкновенную воду и добавить туда капельку крещенской, она вся и осветится. Этот день в истории. Сегодня день основания отмечает столица Перу и самый большой город в стране Лима, который также является пятым по величине городом в Латинской Америке. В 1988 году исторический центр Лимы был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, потому что город сохранил свою архитектуру колониального периода. 18 января 197 лет назад в Москве состоялось открытие Большого театра. Оно прошло под бурные овации в адрес гения архитектуры Баве. В этот день звучало торжество муз Алябьева и Верстовского. 18 января для россиян, а особенно для петербуржцев, является особенной датой. В этот день, в 1943 году, в ходе Великой Отечественной войны, состоялся прорыв блокады Ленинграда. В тот день на окраине рабочего поселка номер 1 под Шлиссельбургом части 123-й стрелковой бригады Ленинградского фронта соединились с частями 372-й дивизии Волховского фронта. В этот день был полностью освобожден Шлиссельбург и все южное побережье Ладожского озера. 58 лет назад в этот день американские врачи призвали Конгресс обязать сигаретные компании писать на пачках предупреждения об опасности для здоровья. В настоящее время на пачках сигарет многих стран присутствуют не только надписи, но и устрашающие картинки, показывающие вредное влияние на здоровье человека, а также содержащие призывы к отказу от курения. В этот день родились Шарль Монтескье, французский просветитель, правовед и философ. Алан Милн, английский писатель, сказочник, поэт. Борис Бабочкин, советский актер, режиссер, педагог, народный артист Советского Союза. Тамара Гварцетели, советская, грузинская, российская певица, народная артистка России и Грузии. Именины сегодня отмечают Григорий, Евгений, Иосиф, Лукьян, Матвей, Полина, Роман, Семен, Сергей и Татьяна. Доброе утро всем, кто начинает свой день вместе с нами. А прямо сейчас к нам присоединился наш новостной обозреватель Иван Лазаренко. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, Якутия. Вы смотрите новости. Школьники Якутска ушли на дистанционный формат обучения. Глава Якутии провел суженное заседание оперативного штаба республики по недопущению распространения COVID-19. Как отметил Айсен Николаев, крайне быстрые темпы роста распространения болезни наблюдаются в Якутске, на который в среднем приходится теперь 75% заболеваний. По итогам совещания глава республики поручил обеспечить быстрые сроки тестирования на COVID-19, в том числе экспресс-тестами, вести постоянную работу с населением о необходимости своевременного обращения за помощью при появлении симптомов заболевания, держать заболеваемость среди детей на особом контроле, ускорить темпы вакцинации, увеличить численность бригад и транспорта скорой помощи, а также перевести школы города Якутска, кроме 9-11 классов, на дистанционный формат обучения. Учащиеся школ столицы республики, кроме 9-11 классов, переходят на дистанционку с 18 по 23 января включительно, сообщили в управлении образования города. Оперштаб Ленского района в преддверии новой вспышки заболеваемости штаммом коронавируса омикрон усиливает ограничительные меры. Так, со вчерашнего дня на дистанционный режим работы перевели учреждения дополнительного образования и спорта. Также отменили все массовые мероприятия. Больницы разворачивают новые койки, а проверяющие усиливают контроль за масочным режимом и QR-кодами. Более того, в Ленске создадут дополнительные медицинские бригады, которые в том числе будут тестировать пациентов на коронавирус на дому. В поликлинике заработает колл-центр, где специалисты ответят на вопросы пациентов по телефону. При большом наплыве заболевших больничные листы могут открывать дистанционно. Кроме этого, оперативный штаб рекомендовал вернуться к санитарной обработке подъездов.
Столица Якутии готовится к созданию единой теплоснабжающей организации с функциями теплосетевого предприятия на базе активов двух предприятий – Теплоэнергия и Якутскэнерго. По словам Дмитрия Садовникова, котельные теплоэнергии поэтапно перейдут на тепловые сети, а неэффективные котельные будут выведены из строя, что в конечном итоге благотворно повлияет на экологическую обстановку в городе и скажется на снижении затрат на топливо. Создание единой теплоснабжающей организации позволит обеспечить эффективность схем теплоснабжения. Программа обеспечения жильем многодетных семей, имеющих 5 и более несовершеннолетних детей, в этом году будет продолжена. В этом году в бюджете республики на эти цели заложено 200 миллионов рублей, заявил Айсан Николаев и добавил, что темпы реализации программы его не устраивают. В очереди на жилье стоят порядка 1800 семей. Напомню, программа предоставления единовременной социальной выплаты многодетным семьям, имеющим 5 и более несовершеннолетних детей, на приобретение или строительство жилого помещения реализуется в Якутии с 2012 года. В послании к Государственному собранию Ултумен Айсан Николаев поручил правительству в течение 5 лет разработать дополнительные механизмы и решить вопрос по ликвидации очереди. Новый этап программы туристического кэшбэка начнется 18 января и продлится до 12 апреля. Сумма кэшбэка составит 20% от стоимости тура, но не будет превышать 20 тысяч рублей. Чтобы его получить, оплатить поездку нужно будет картой МИР. С одной карты разрешено оплатить неограниченное количество туров. Участвуют в программе все регионы России. Начать путешествие можно уже 18 января. Закончиться же тур должен не позднее 30 апреля. Исключение сделали для круизов. В них можно будет отправиться с начала навигации и по 1 июня. Еще одно важное условие. Программа охватывает поездки и проживание в гостинице от 2 ночей. Ну что, друзья, мы продолжаем наш эфир. Очень приятно, что вы помогаете создавать нам настроение. Мы напоминаем, что мы работаем в прямом эфире. Номер нашего WhatsApp 8 914 273 44 88. По этому номеру телефона вы можете рассказывать, как начинается ваше утро, как проходит вообще ваша рабочая неделя. Ну и, конечно, Как живете, чем дышите, кого-то поздравить можно. Да. День рождения. Или пожелать доброго утра. И говоря про поздравления, вот, пожалуйста, одно есть. Мы его с радостью спешим прочитать. Номер заканчивается на 9461. Сообщение следующее. Доброе утро, мамулик и папулик. Очень сильно вас любим. Ваши пупсики. Вот так мило, так приятно с самого утра. так лаконично, самое главное. И так лаконично. Краткость, сестра таланта. А если еще вот это вот сообщение приправить подготовленным завтраком для родителей, то, мне кажется, это будет наиболее приятно. И, кстати, как раз, друзья, если вы еще не решили, чем же вы будете трапезничать в это утро, мы вам предлагаем посмотреть нашу рубрику, где Мария Инхеева из ресторана «Тим Том» расскажет, что же будет вкусно и полезно каждому на завтрак. Доброе утро! Меня зовут Инхеева Мария, я работаю в ресторане «Тим Том» города Нерюнгри. И сегодня мы с вами будем готовить несложное блюдо с минимальным набором продуктов, которые имеются у нас в холодильнике всегда. Блюдо называется «Омлет в помидоре». Для этого нам понадобится помидор – 1 штука, ветчина – 20 грамм, яйцо – 1, зелень и специи, соль и перец. Можете что-то добавить еще, пофантазировать. Для этого нам понадобятся крупные помидоры. У меня уже нарезанные кольцами, нарезаем толщиной 1 сантиметр. Берем стакан, любой круглый, для того, чтобы вырезать сердцевину. Аккуратно. Сердцевину перерезаем мелким кубиком. Измельчаем и откидываем на сито, чтобы у нас лишняя жидкость стекла. Здесь нам жидкость ни к чему. И вот, жидкость у нас стекла, лишняя с помидор. Выкладываем их на тарелочку. Добавляем ветчину, яйцо,
зелень, немножко соли и чуть-чуть перца. Теперь все тщательно перемешиваем. Вот у нас получилась вот такая смесь. Берем сковороду, выкладываем наши кольца, предварительно смазанные маслом. В середину кладем смесь. И сейчас мы их отправляем в духовку. Можно их также обжарить на сковороде по 5 минут с каждой стороны, накрыв крышкой. Итак, наш омлет в помидоре готов. Здесь вы можете пофантазировать, положить любую свежую зелень, овощи, все, что любят ваши родные и близкие. Приятного аппетита и доброго утра! Казалось бы, такое простое блюдо, а какая интересная подача и практически новое прочтение его. Да, и мне кажется, что это безумно вкусно, потому что, казалось бы, опять самый простецкий набор ингредиентов для завтрака. Яйцо, помидор, колбаска, ветчина на свое усмотрение. Такой завтрак вообще не стыдно в Инстаграм сфотографировать и друзьям рассказать, чем вы завтракаете. Ну а что касается фотографий, то вот как раз-таки над Москвой недавно засняли солнечное гало. Жители Москвы и Подмосковья заметили редкое небесное явление. Очевидцы делятся необычными фотографиями в соцсетях. Гало – это группа атмосферных оптических явлений, характеризуемая возникновением вторичного свечения вокруг источника света, как правило, имеющая форму круга, кольца или дуги, светового столба или алмазной пыли. Световой или солнечный столб – один из наиболее наблюдающихся видов гало. А в Якутии тоже много чего можно заснять, много всяких красот, в том числе гало также можно наблюдать в нашем регионе. Но вот говоря про фотографию, как правило, фотографии, они всегда требовательны к освещению, но в нашем регионе, особенно зимой, свет дневной достаточно такое дефицитное явление. Да и в ночное время особо не пофотографируешь, особенно когда туман большой. Да, но вот как снять, собственно, фотографию в ночное время и что такое при этом всем зимний фейерверк? Вот этими всеми вещами с нами поделится наш коллега Руслан Ачилов. В городе Якутске есть одна интересная особенность. Когда сильно понижается температура зимой, то город укрывает туманом, словно огромным одеялом. Я расскажу вам, как можно сделать интересную ночную фотографию. Во-первых, для этого вам потребуется штатив. Ваш фотоаппарат должен находиться в неподвижном состоянии. Будь то фотоаппарат или камера мобильного телефона, принцип везде один и тот же. На матрицу камеры попадает свет через линзы и превращается в фото. Ночью света очень мало, поэтому вам необходимо увеличить выдержку. Это время, в течение которого матрица будет регистрировать световые данные. В зависимости от темноты этот параметр может доходить до 30 секунд. Второй параметр – это светосила. Я бы рекомендовал его ставить в диапазоне не выше 1000 ISO. Вообще, самый оптимальный параметр – 200-400 ISO. Итак, вы выставляете композицию, фиксируете камеру на штативе. Также рекомендую поставить задержку спуска. Он нужен для того, чтобы ваше нажатие на кнопку фотоаппарата не сдвинуло его и не повлияло на само фото. Ну что, поздравляю, вы сделали свой ночной кадр. Как видите, фотографии ночного Якутска получаются достаточно интересными и необычными. Познав основы ночного фото, мы можем перейти к более интересному – рисованию фонариком. Как мы помним, ночью матрица нашей камеры открыта достаточно долго. И за эти секунды мы можем написать слово с помощью фонарика. И это слово появится на нашей фотографии. Поехали. Буква Я. Буква К. У. Т. Т. С. К.
Друзья, сейчас мы переходим к следующему интересному моменту. Это такие зимние съемки в очень морозные дни. Когда температура опускается ниже 40 градусов, то есть такой эффект, когда кипящая вода превращается очень быстро в пар и испаряется. Ну, здесь я буквально часа 3-4 назад залил кипяток в этот термос. Я думаю, его будет достаточно для того, чтобы показать сам процесс. Но если что, у нас есть еще с собой кипятильник, горелка. Наливаем кипяток. А вообще, я бы рекомендовал делать это на фоне садящегося солнца. Это будет очень красиво. Но так как у нас солнца сейчас нет, роль солнца будет играть подсветочка. Свет. Так. Северный салют. Ночь. Минус 40. Город Якутск. Да, вот это было круто. Классно, да? Да. Вот это было круто. Классно, да? Друзья, ну а для следующего уже такой больше как экспериментальный момент. Особо я к нему не готовился, но нам потребуется бутылочка 0,5. Заливаем кипяток. По-моему, у нас мало кипятка. О, нет, как раз отлично. Делаем маленькую дырочку. Где-нибудь. Казалось бы, в мороз хочется сидеть дома и никуда не выходить, но, думаю, в каждой ситуации нужно находить положительные моменты. Если вам понравился сюжет, то уже сегодня, пока не наступила весна, вы можете попробовать воспользоваться нашими советами и сделать интересные фотографии. Говорят, что он до сих пор стоит и крутит термос. Я, конечно, не эксперт, но мне кажется, я слышала, как воют волки. Так что, как вы понимаете, на этой неделе как раз-таки Руслан должен был выйти со мной в эфир. Если вы вдруг увидите где-то в лесу человека в оранжевом пуховике, наш WhatsApp номер, вы знаете, 8914 273 4488. Дайте знать, скиньте геопозицию, где крутящий в термос человек стоит и радуется жизни, самое главное. На самом деле, действительно, очень красивое явление, и лайфхак сработал, и такой прям, ну, картинка получилась хорошая. Да, мне тоже очень понравилось. Всем советуем так попробовать сделать. Более полный выпуск вы можете посмотреть в наших программах «Испытан на себе» в течение 40 минут эфирного времени. Как раз-таки вы более подробно узнаете, как можно все это применить в жизни и уже безопасно для себя попробовать все это на деле. Ну, а фотографиями делитесь, отмечайте наш аккаунт «Утро Якутии». Друзья, будет очень интересно посмотреть, что же у вас получилось. Ну, тем временем в Ленском районе жители во время минувших праздничных дней посвящали себя достаточно активному отдыху. В первую очередь это, конечно же, зимние виды спорта, лыжи и так далее. С этим делом в районе все очень хорошо. И давайте узнаем подробнее, как же новогодние праздники прошли. Очередной выходной день новогодних каникул, где его провести многие ленчане долго не думали и отправлялись на лыжную базу. Здесь после реконструкции произошли большие перемены. Появился новый теплый пункт проката, кафе, закуплен новый инвентарь. Сегодня народу достаточно, то есть даже очень много идет, спрашивает. В основном плюшки и беговые лыжи. И вот также у нас в прокате имеются горные лыжи и сноуборд. Горные лыжи, беговые лыжи, ботинки у нас новые пришли тоже. Более востребованы беговые лыжи и тюбинг, но скейтборд и горные лыжи предпочитают более смелые. Один из таких – Айдар Алексамов. Сегодня он впервые встал на лыжи. Молодой человек в восторге. От впечатлений еле перевел дух. Первый раз катаюсь на лыжах, на горных тем более. Очень захватывающе, очень понравилось. Буду приходить еще, учиться тренироваться. А вот Александр Федотов с друзьями приехал на лыжную базу, чтобы покататься на тюбинге. Для этого развлечения обустроена отдельная гора и совершенно бесплатно предоставлен инвентарь. Мне вообще понравилось. Давно не катался уже, около года. Вот вернулись, посмотрели, многое в принципе изменилось. Вон построили здание, скатились с друзьями. Мне понравилось все.
Около этого склона собралась огромная очередь. В основном, конечно, родители с детьми. Веселый смех и крики восторга, а у некоторых, скатывающихся со склона, и страха, были слышны издалека. Адреналин в крови и красные разгоряченные лица, светившиеся радостью и счастьем. Еще одним любимым местом для отдыха ленчан стал крытый каток. Желающих кататься на коньках тут всегда хоть отбавляй. Чтобы получить коньки, нужно выстоять большую очередь, но это никого не пугало. Екатерина Тарсевич сегодня впервые встала на коньки. Женщина пришла на каток с дочерью, которая терпеливо обучала маму азам фигурного катания. Девушки улыбались и шутили по этому поводу. Потом, взявшись за руки, вместе проехали первые круги. Ну вот, девочку, да, обучаем. И сама первый раз стала на катки прям вообще. Да? Получается? Не очень. У Екатерины, как у новичка, отлично все получалось. Она уверенно стояла на коньках, и ей удалось за 2 часа ни разу не упасть. Женщина осталась довольна и добавила, что теперь каждые выходные будет находить время выбраться на каток. А вот Ярослав Шафранский на коньках стоит уверенно. Может и показать несколько трюков. Он постоянный посетитель катка. Каждые выходные это интересно. Учусь кататься. Познаю катание, так сказать. Я прихожу с друзьями. Ну, кататься, так сказать, я не умею особо. Просто чисто прихожу для кайфа кататься. Как и прежде, прокат бесплатный. Коньки в наличии любого размера, от малышей до великанов. И хватает инвентаря для всех желающих. Да, инвентаря хватает. Практически получается то, что одни сдают, другие берут. И как бы у нас особо нет, что кто-то ожидал. А у нас прокат бесплатный. Наталья добавила, что посетителей очень много. Идут они с утра до самого закрытия. Работаем мы 2-ю неделю, посещаемость хорошая. Ребятишки ходят с большим удовольствием. Практически и все довольны, рады, веселые уходят. И туда заходят, у нас музыка хорошая. Вот, так что мы очень рады, и они рады нам. Мы ждали, кстати, очень долго, когда откроется. Еще один каток работает в городском парке. Его тоже облюбовали ленчане. Здесь можно покататься под открытым небом. Играет спокойная музыка, а рядом работает кафе, где можно выпить горячий чай. Библиотеки в праздничные дни ждали своих читателей, подготовив для них новые произведения и обзор книжных выставок. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Мне кажется, повезло жителям Ленска. И, друзья, им вообще не сказано повезло, потому что когда наша съемочная группа как раз-таки была в городе Ленске, самое большое и первое, что нас поразило, это, конечно же, доступность вот всех этих развлечений. То есть, придя на ту же горнолыжную базу, на тот же каток, вы можете получить коньки, сноуборды, лыжи своего размера абсолютно бесплатно. Поэтому ленчанам, я думаю, вдвойне приятно проводить вот такие новогодние забавы и вообще заниматься зимними видами спорта. Тем временем в соседнем от Ленского района, в Мирном, во время новогодних праздников работники приюта поймали 6 безнадзорных собак. Какая судьба ждет в дальнейшем животных, узнаем далее. С ошейниками и без стая собак спокойно гуляет в центре Мирного. Горожанам не пристают, агрессивность не проявляют. Смотрю, миролюбивая, а вообще надо порядок навести, ну это вообще невозможно. Там, где советская, там много еще собак. Свору собак горожане наблюдают в разных уголках Мирного. Четвероногие мигрируют из одной части города в другую в поисках пропитания. И находят его чаще всего на свалках и в мусорных баках. Вот собаки без ошейника, но не боятся людей, сами подбегают. Видимо, их все-таки кормят здесь, поэтому... Видите, он просит еду. Это говорит о том, что их подкармливают в частном секторе. Вон их сколько. Ну, каждый день прохожу мимо на работу и с работы. До Нового года было много собак. Сейчас собак как бы, ну вот 1-2, но в основном с ошейниками. Да, вот они сторонятся, то есть они обходят. Не видел, чтобы кидались на кого-нибудь, но просто как бы осторожность, конечно, какая-то есть. Страшно иногда. Страшно не только за себя, за детей, говорят наши зрители. Горожане обеспокоены. Считают, с каждым годом собак на улице все больше и больше. Винят в этом недобросовестных хозяев, которые бросают питомцев на произвол судьбы или отправляют на самовыгул. На воле животные размножаются, таков уж инстинкт, а владельцы потом не знают, как быть щенками. Оставить не могут, топить жалко, остается подбросить кому-то. В лучшем случае обратиться к волонтерам. Численность бродячих животных городские власти пытаются урегулировать гуманным способом. Работники приюта отлавливают и стерилизуют собак.
Этого пса поймали с помощью самозахлопывающейся клетки. Обычно на приманку попадает молодняк. Со взрослыми особями иначе. Они хитрее и боязливее. Увидев знакомые лица ловца, убегают. Отловленных животных везут в приют временного содержания на 10-дневный карантин. Очень много стало попадаться домашних животных, в том числе с ошейниками. Но в основном мы же все знаем, что животные у нас, собаки, это домашние животные, которые остались без надзора. Когда собака отсидела на карантине, ее смотрит ветеринар. Делает прививку от бешенства, стерилизует. Так за год сделали 250 операций. Чип в ухо получают только неагрессивные и привитые. Их возвращают на улицу. А опасных для человека особей оставляют в приюте на пожизненное содержание. Сегодня здесь 4 таких пса. Выразить большую благодарность волонтерам, которые непосредственно делом и помогают нам здесь ухаживать за животными. Приют в Мирном не пустует. Увозят одних собак, привозят других. Заявки на отлов от горожан поступают каждый день. Если вы увидели на улице собаку без чипа, это повод позвонить в службу отлова. Номера на экране. Денег с вас за это не возьмут, а еще лучше, если после всех процедур животное заберете к себе домой. Ивана Филиппова, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». Возраст не помеха. Бабушка Тома из Чечни стала звездой социальных сетей. Тамара Батаева из Грозного покорила пользователей социальных сетей роликами про свои незатейливые ежедневные домашние дела. Ее внук Беслан Алгаев ведет аккаунт в Инстаграм, где выкладывает видео с любимой бабушкой, регулярно радуя больше 145 тысяч подписчиков. Беслан просто и без постановки снимает на телефон свою бабушку, которая занимается самыми обычными делами. Готовит еду, делает зарядку или просто проводит время с любимым внуком. Просто я захожу, включаю камеру к ней в комнату, вот тут он и начинается. Не надо ничего там придумывать или что-нибудь там, о чем-нибудь думать. Просто надо включить и просто сесть, задать ей вопрос, это может начаться. Вот, например, вчера ночью она не спит, я вижу, она сидит, зашел, интересные видеоролики получились. Вот так вот и получается все ролики, в принципе. Ежедневно Беслан занимается с бабулей легкой физкультурой, чтобы улучшить ее кровообращение. Юноша также вместе с бабушкой подбирает ей наряды. Тамара Батаева – заядлая модница, которая тщательно следит за своим внешним видом и имеет обширный гардероб. В этом ей помогают также подписчики, которые дарят женщине множество подарков. Это платки, одежда, украшения. В комментариях под видео люди желают бабушке Томе здоровья, восхищаются ее оптимизмом и благодарят за заряд позитива на целый день. Я тоже с удовольствием присоединюсь к этим пожеланиям. Пожелаем бабе Томе здоровья, потому что она действительно самая настоящая модница. Да. Ну а прямо сейчас хотелось бы представить нашего гостя сегодняшнего утра. Это Диана Анатольевна Семенова, заместитель начальника управления установления социальных выплат отделения Пенсионного фонда России по Республике Саха-Якутия. Ну и поговорим мы, Диана Анатольевна, во-первых, доброе утро. Доброе утро. Поговорим мы с вами о том, что перешли сейчас некоторые социальные выплаты, которые раньше находились в ведении соцзащиты, они перешли в Пенсионный фонд России. Как вот с этим обстоят дела, как налажена ли работа, как обращаться теперь, может быть, за этими пособиями нужно по-другому. Что это за выплаты, об этом с вами поговорим. Ну, собственно, вот с Нового года Пенсионный фонд назначает выплачивать некоторые меры, как я уже сказал, которые ранее были в соцзащите. Какие это выплаты, сколько примерно получателей этих? Да, с 1 января 2022 года на Пенсионный фонд возложены новые полномочия по предоставлению отдельных мер социальной поддержки, которые ранее предоставлялись органами социальной защиты. Но в целом полный перечень передаваемых мер, он достаточно обширен, их 35. Речь идет о пособиях, выплатах, компенсациях, которые предоставляются с различной периодичностью. Это и ежемесячные, и единовременные, и ежегодные выплаты отдельным категориям граждан, таким как это неработающие граждане, имеющие детей, это лица, пострадавшие от воздействия радиации, это военнослужащие и члены их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляется через Пенсионный фонд Российской Федерации.
и инвалиды, и дети инвалидов, имеющие транспортные средства, показания к приобретению которым предусмотрены индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида. Вообще передача полномочий по мерам социальной поддержки, решения по которым приняты органами социальной защиты, но выплаты должны быть продолжены с 1 января 2022 года, они осуществляются автоматически, беззаявительно, то есть обращение в пенсионный фонд не требуется. За декабрь 2021 года эти выплаты произведены органами социальной защиты. При этом органы социальной защиты для осуществления уже выплат за январь 2022 года в отделение пенсионного фонда передали сведения о получателях. Диана Анатольевна, сейчас мы, к сожалению, вынуждены прерваться на небольшую паузу, после чего мы вернемся и продолжим далее обсуждать эту тему. Мы продолжаем наш эфир. Друзья, до нашей короткой паузы к нам присоединилась наша гостья Диана Анатольевна Семенова, заместитель начальника управления установления социальных выплат отделения ПФР Республики Саха-Якутия. Еще раз доброе утро. Мы с вами уже определились, какие именно выплаты сейчас выплачивает пенсионный фонд. Это как раз-таки те выплаты, которые были раньше в ведении именно социальной защиты. А вот есть ли среди переданных пособий и компенсации выплаты как раз-таки для семей с детьми, там, малоимущими, там, по состоянию, там, многодетные? Ну вот как раз наиболее обширная или подавляющая доля численности получателей мер социальной поддержки от общей численности получателей по передаваемым выплатам, они относятся именно к категориям вот, семьи с детьми. Неработающие граждане, имеющие детей, им предусмотрено 6 видов поддержки. Это ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Это пособие по беременности и родам женщинам, которые уволились в связи с ликвидацией организации. Это единовременное пособие при рождении ребенка. Это пособие единовременное при передаче ребенка на воспитание в семью. Это единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. Это ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. В общем, перечень мер достаточно обширный. Я сейчас сказала о семьях с детьми, а вообще полный перечень мер социальной поддержки можно ознакомиться на сайте Пенсионного фонда. Вот, да, уточняющий немного, вы сказали, что вот как раз-таки выплаты для семей с детьми наибольший удельный вес, да, в количественном. Можно как-то навскидку сказать примерно, какое процентное соотношение? Количество обращений вообще у нас? Даже вот по переданным мерам социальной поддержки можно сказать, что практически 90% это получатели, даже больше. А вот как узнать, полагаются ли мне или кому-то из наших телезрителей выплаты? Это нужно прийти на консультацию или можно через сайт вот это посмотреть, где также можно ознакомиться с перечнем документов? Но если касается семей с детьми, главное условие – это неработающим предоставляется. Да? Заявление вообще можно подать, обратившись в клиентскую службу по месту жительства. По мерам социальной поддержки, предусмотренным семьей с детьми, можно также дополнительно обратиться в МФЦ. К сожалению, на портал государственных услуг пока функция эта не реализована. Планируется с 1 июля 2022 года. И по привычке, возможно, люди обращаются на региональный портал государственных услуг Якутия. Но вот с 1 января 2022 эта функция недоступна. До 1 июля, я так понимаю, она будет недоступна, но планируется 1 июля. Да, поэтому вот обращение, как я сказала, в клиентские службы и через МФЦ это семьи с детьми могут обратиться. Ну вот еще раз хотелось бы уточнить, что переданы полномочия, то есть люди, которые подали заявки, которым были установлены какие-то выплаты, но автоматически все это перешло в пенсионный фонд, никуда обращаться не нужно. А те, кто только собираются получить, подать заявку, также нужно приходить, обращаться в клиентские офисы. Да. А как узнать статус своего обращения? Ну, статус своего обращения можно узнать в едином контакт-центре
по телефону 8 800 6 и далее 6 нулей. И также в справочную отделение пенсионного фонда это по телефону 8 800 600 02 98. Ну, это была очень, мне кажется, полезная информация. Ну, во-первых, изменение такое достаточно серьезное, скажем так, да, людям нужно знать, куда же все-таки теперь идти за помощью, ну, если она необходима, куда подавать. Диана Анатольевна, спасибо большое, что в эту студию в это утро пришли. Вам спасибо. Желаем вам хорошего рабочего дня, хорошего настроения. Ну, а прямо сейчас наши коллеги из информационной службы вновь готовы рассказать о последних новостях республики и за ее пределами. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, Якутия. Вы смотрите новости. Австралийский регулятор постановил, что 2 прививки российской вакцины «Спутник Ви» могут быть основанием для подтверждения статуса привитого. Ранее регулятор получил дополнительную информацию о том, что прививка предоставляет защиту от коронавируса и снижает вероятность его передачи другим людям. Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Войнович заявила, что Российский фонд прямых инвестиций предоставил Всемирной организации здравоохранения всю необходимую документацию по вакцине «Спутник Ви». Параллельно в Австрии обсуждают вопрос учета привитых «Спутником Ви» при введении обязательной вакцинации. А в Минздраве Бенина одобрили российскую вакцину от коронавируса «Спутник Лайт». Тем временем бесплатный экспресс-тест на ковид можно сделать в частных поликлиниках Якутии. Услугу предоставляют тем гражданам, которым необходимо исследование для выхода на работу после отпуска или командировки. А контактным лицам нужно соблюдать 14-дневную самоизоляцию. Об этом накануне во время брифинга заявила заместитель руководителя республиканского оперштаба Ольга Балабкина. Все медорганизации работают в режиме повышенной готовности. В этом году в столице республики планируется проведение капитального ремонта в 11 школах. Об этом сообщил мэр Якутска Евгений Григорьев. Отметим, что ранее столица региона вошла в федеральную программу по капитальному ремонту школ. На проведение работ в 11 школах, а это около 1/5 общего числа, предусмотрено 877 миллионов рублей. В том числе это средства на оснащение новым школьным оборудованием. 20 некоммерческих организаций получат гранты президентского фонда. На первый этап конкурса из Якутии было подано 176 заявок по 11 грантовым направлениям. Большинством, на это 39 проектов, были направлены на охрану здоровья граждан и пропаганду здорового образа жизни. Среди победителей совместный проект епархии и Магаданской области. Он получит грант в сумме более 6 миллионов рублей. Для реализации 7 проектов направят до 3 миллионов, а 12 проектам одобрена денежная поддержка по 500 тысяч рублей. Отмечу, что все проекты некоммерческих организаций направлены на социальные цели. Наибольшее количество грантов Кобяйский район, Горный район и Намский район. Вот это наши чемпионы. Есть у нас Аллаховский район, который в первый раз подался и в первый раз сразу его поддержали. Это тоже радует. Всего поддержано из 176 заявок 20 заявок. Гордей, Демьян, Изабель и Мишель. Удачницы все чаще дают новорожденным редкие имена. И они, как правило, не повторяются, рассказывают специалисты местного ЗАГС. За 5 лет пик рождаемости пришелся на 18-й год. Тогда на свет появился 121 младенец. В прошлом году 112. Один из малышей прославил город. Айтал Данилов стал 10-тысячным жителем Якутии и обновил статистику рождаемости в последней переписи населения. Отметим, что половина новорожденных удачного не первенцы и даже не вторые дети в семье. К этому часу у меня все. Я с вами прощаюсь и отличного дня. На полном позитиве житель села Лосево бесплатно расчищает дороги на новогоднем тракторе. Яркий трактор с неоновыми вывесками дарит жителям села Лосево Воронежской области не только праздничное настроение, но и чистые улицы без снега. А главное, совершенно бесплатно. По словам жителя Дмитрия Ровенского, расчисткой снега он занимается в селе уже 6-й год. Работать мужчина предпочитает по ночам, так он успевает подготовить улицы к утру, чтобы жители смогли комфортно отправиться на работу или отвезти детей в школу на учебу. А по словам Ровенского, порой он выезжает на уборку даже на Новый год и дни рождения, ведь погода – вещь непредсказуемая. А для того, чтобы создать праздничное настроение и другим жителям села, он решил украсить свой трактор.
Идея возникла 6 лет назад. Вот, трактор я приобретал в личных нуждах. В зимний период я понял, что у меня есть свободное время. Вот, село нуждается во мне. И возникла идея выехать на очистку снега, тем самым помочь людям свободно передвигаться на автомобилях, пешеходам спокойно ходить по тротуарам. И так потихоньку вот пришли к тому, что уже 6 лет мы помогаем потихоньку людям. Ну, мне кажется, заслужит уважения такой подход к делу, такой альтруизм на пользу всем жителям родного города. И вот почему-то сразу вспомнилось, как Наш новогодний автобус. Наш новогодний автобус. Мне кажется, на следующий год у нас вот уже есть новая идея. Мы можем на тракторе ездить У нас по будет городу. новогодний трактор, и мы будем чистить улицы. Да, и с пользой проведем эфир. Еще один. Получается приятное с полезным. Тем временем 1000 дронов воссоздала непостроенную 168-метровую колокольню Смольного собора в Санкт-Петербурге. Дроны изобразили колокольню в натуральную величину, которую собирались когда-то возвести по изначальному замыслу архитектора Бартоломео Францеско Растрелли. Здание в итоге построили, но со значительно уменьшенной высотой, составляющей 93,7 метра. Колокольня Смольного собора, прообразом которой стала колокольня Иоанна Великого на Соборной площади Московского Кремля, должна была стать самым высоким зданием в Санкт-Петербурге. Воплощению проекта помешал, к сожалению, недостаток денежных средств. Невероятно красиво, плюс и иллюминация. Вот технологии, еще раз технологии позволяют нам увидеть то, чего нет, но хоть как минимум задумывалось. А еще технологии помогают нам вместе с вами быть всегда на связи, даже во время нашего прямого эфира. Да, и пара сообщений нам сегодня пришло тоже, мы их спешим зачитать. Доброе утро, страна. Просто лаконично. И я думаю, всем действительно доброго утра. Мы тоже вам желаем доброго утра и хорошего настроения. Ну и еще одно сообщение, Полин, я тебе его доверяю. С добрым январским утром! Очень приятно и мило смотреть и слушать вас. Здоровья крепкого, успехов, удачи во всем. А вот такие сообщения получаете еще более приятно, мне кажется. Как раз таки, друзья, мы делаем все для того, чтобы создавать вам настроение. И спасибо за то, что вы помогаете создавать настроение и нам. Да. Сегодняшнее утро у нас получилось достаточно информативным, достаточно обширным. Мы много чего сегодня узнали. Мы побывали в бассейне, первый бассейн на вечной мерзлоте был построен в Кобяйском улусе. Вот мы посмотрели, как сегодня живет этот бассейн, побывали в Ленском районе с зимними видами спорта, там познакомились. Но, наверное, самое для меня запомнившееся, это, конечно же, позитивная бабушка Тома из Грозного. Действительно, пример оптимизма. И почему она мне запомнилась? Потому что, дорогие друзья, вам я хочу пожелать сегодня, и не только сегодня, все эти дни рабочие, казалось бы, трудные, пусть этот оптимизм вас не покидает, пусть вы стремительно движетесь к своим целям, которые вы для себя наметили, и пусть только хорошее настроение с вами всегда будет. Друзья, мы с вами прощаемся, но прощаемся только до послезавтра, чтобы снова сказать вам доброе утро.